увидеть вот в ближайшем будущем какие-то подвижки в силу этого списка. Поскольку мы находимся на крымском телеканале, не могу не задать вопрос относительно Крыма. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев вчера, буквально после публикации кремлевского доклада, заявил, что кремлевский доклад – это первый шаг к деоккупации Крыма. Ваше мнение, Питер, насколько это вообще возможно и действительно ли в том числе публикация данного списка может приблизить деоккупацию Крыма? Я думаю, что для наших телезрителей, которые смотрят нас в Крыму, это немаловажный вопрос, который они часто задают. Что может вернуть Крым и могут ли санкции, если они все-таки будут введены в отношении людей, которые есть в этом отчете, повлиять на ускорение этого процесса? Тут тоже нужно понимать, что когда Мустафа Джемилев говорит это, он руководствуется принципом необходимости поддержания уровня мотивации своего народа, и он руководствуется принципом государственного мужа. И мне кажется, для него, и комментируя его заявление, является главным здесь, что международное мнение и отношение по поводу де-факто аннексии Крыма не переросло в де-юре признание этой аннексии со стороны международного сообщества, в том числе Америки. Является ли это по факту первым шагом к деоккупации, это уже другой вопрос, и я отношусь к этому скептически. Никакой ни Путин точно, и, возможно, ни его преемник не смогут обосновать возвращение Крыма Украине и остаться на своем кресле президента. Для России вопрос Крыма стал сакральным вопросом, это их священная корова. Да? Но